Доброе утро всем, кто настроился на «Аспекты Башкортостан». В Уфе 9 часов утра. Сегодня пятница, 12 января. В эфире программа «Аспекты Республики». У микрофона Разиф Абдуллин. Еще раз доброе утро всем. Сегодня мы напомним о событиях вчерашнего дня в Башкирии, обсудим их и проведем голосование на нашем YouTube-канале, а также послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с членом Совета по правам человека при главе Башкирии Азаматом Галиным и послушаем историю пенсионера МВД Виталия Судовикова, которому грозит до 5 лет лишения свободы за то, чего он, по его словам, не совершал. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». Здесь я прошу вас оставлять свои вопросы, комментарии. Не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Аспекты Башкортостана», если хотите быть в курсе оперативной повестки дня. Итак, давайте начнем обзор прессы. В Украине погибли еще два уроженца Башкирии. Это Рустам Яманаев из Зилаевского района и Руслан Мухиддинов из Салаватского района. С ефрейтором Рустамом Яманаевым в Зилаевском районе простились 10 января. А вот о том, когда простятся с Русланом Мухиддиновым, сообщат попозже. Об этом сказали только, что он погиб. Это житель деревни Новые Каратавлы Салаватского района. Об этом сообщило издание «На земле Салавата». Всего количество погибших соотечественников из Башкирии в ходе специальной военной операции в Украине, по данным нашей редакции, составляет 1330 человек. Вчера редакция издания «Русньюз» следила за ходом судебного заседания по делу Фаиля Алчинова, которое проходило в Баймакском районном суде в закрытом режиме. Тем не менее, туда пришло очень много людей, чтобы поддержать его, чтобы узнать о судьбе процесса, что происходит. Вот. И «Русньюз» вело прямую трансляцию с этого судебного заседания. Первое, что бросилось в глаза, что, во-первых, людей не пустили на это заседание, хотя на улице был мороз примерно в 30 градусов. И то есть несколько десятков человек просто стояли на улице. У кого были машины, конечно, заходили в машины греться. У кого нет, просто стояли на улице. И вот это все велось в прямом эфире, в трансляции на канале Ютуба редакции «Русньюз». Например, там выступила журналистка «Русньюз» Ольга Комлева, которая рассказала как раз о том, что она такого никогда не видела, что в здание суда не пускают. Потому что она ходила на заседание суда в Уфе по делу Лилии Чанышевой, которая внесена в список экстремистов и террористов. И 3 месяца ходила, и всегда их запускали в здание суда. Они могли там находиться хоть целый день, пока шло судебное заседание. И потом в конце они встречались, с адвокатом, видели Лилию Чанышеву, махали ей рукой, собственно говоря, поддерживали. Вот. Экологический активист Ильдар Юмагулов рассказал, что хотел принять участие в деле Фаиля Алчинова в качестве общественного защитника, но его в таком качестве не допустили на процесс. Сказали, что у него нет высшего юридического образования, это и есть основания для недопуска его в таком качестве. По словам Ильдара Юмагулова, это противоречит нормам права. Но, тем не менее, он выступил в суде в качестве свидетеля и сказал, что его лично не устраивает то, что, например, Фаиля Алчинова, обвиняют по статье о возбуждении ненависти и вражды на основании его выступления на сходе граждан в апреле прошлого года по вопросам золотодобычи в селе Ишмурзино Баймакского района. И в этом сходе граждан принимало участие, по его словам, более 1300 человек. А следствие, также, по его словам, не опросило ни одного из них. Правда, на суде выступило всего 3 свидетеля. Возможно, кто-то из них участвовал. В частности, например, сам Ильдар Юмагулов участвовал. И также, по словам активиста, основанием для уголовного преследования Фаиля Алчинова являются некоторые слова, переведенные с башкирского языка, поскольку он говорил на сходе граждан на башкирском языке. И вот этот перевод он оценивает сам как некорректный. И в итоге, по его мнению, Фаиля Алчинова преследуют неправомерно. Напомню еще раз, что заседание суда было закрытое. Вчера никакого решения не приняли. Были прения сторон. Выступили стороны защиты и сторона обвинения. Сторона обвинения запросила для Фаила Алчинова 4 года колонии поселения.
Вот, адвокат Фаиля Алчинова Ильнур Суюндуков после завершения судебного заседания также высказался. Он сказал, что пока нет оснований для переживания, поскольку все-таки то, что требует прокурор, и то, что вынесет какое решение суд, это как бы не обязательно, что это одно и то же. Вот, может быть и условное, скажем так, наказание, условный срок, если быть точнее. Вот, что еще было интересного на этом заседании? В итоге, в конце, когда все завершилось, участники, ну, те, кто пришел поддержать, узнать о судьбе процесса, выступили, записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и попросили, чтобы дело Фаиля Алчинова вернули на дознание, ну и, видимо, на повторное расследование, насколько я понимаю. Вот. Ну, будет ли это принято во внимание, посмотрим, последим. Как говорится, дело времени. А напомню еще раз, что следующее заседание суда в Баймакском районном суде по делу Фаиля Алчинова пройдет 15 января. Намечено, запланировано на 15 января на 9 часов утра. Но еще можно по этому делу что добавить, что в этом деле видна личная заинтересованность главы Башкирии Ради Хабирова, поскольку в материалах дела фигурирует его обращение к прокурору республики, где как раз Ради Хабиров и просит привлечь активиста к уголовному преследованию. Как раз вот из-за этого перевода его выступления, где как бы рассматриваются, усматриваются вот эти вот признаки правонарушения. Вот. Ну, еще раз напомню, что, тем не менее, Алчинова суд может признать виновным и дать ему 4 года лишения свободы, если прислушаться к доводам прокуратуры. А адвокат защиты, естественно, считает, что он невиновен и что дело может закончиться иначе. В связи с этим хочу узнать ваше мнение. Запустим давайте голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Какой же приговор вы ожидаете по делу Фаиля Алчинова? 3 варианта ответа предлагаю на выбор. Первый — реальный срок вынесет судья. Второй — условный срок, как считает защита, что может этим окончиться. Ну и третье — оправдание, чего хотят, наверное, те, кто пришел его поддержать. Итак, на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан» запускаем голосование. Вопрос: какой приговор вы ожидаете по делу Фаиля Алчинова? Выбирайте варианты. Итоги голосования подведем к концу программы. Другим новостям. Брата башкирского активиста Руслана Габбасова внесли в перечень экстремистов и террористов. Об этом также сообщил Русньюз. Руслан Габбасов, напомню, признан иноагентом и тоже внесен в перечень экстремистов и террористов. Руслан Габбасов, бывший активист общественного движения «Башкорт», которое тоже признано экстремистской организацией, запрещена и ликвидирована в России. Так вот, напомню, что в ноябре его брата Рустама Фаралиддинова задержали, а Кировский районный суд Уфы отправил его в СИЗО. И Рустама Фаралиддинова обвинили в содействии террористической деятельности. И сама новость состоит в том, что Росфинмониторинг внес этого Рустама Фаралиддинова в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Такая практика у нас в деятельности Росфинмониторинга наблюдается, что суд еще не состоялся, еще он не принял никакого решения, не признал его виновным, допустим, в той же содействии террористической деятельности, но уже он есть в списках этих вот экстремистов и террористов. Руслан Габбасов уточнил, что его брата вменяет в вину их переписку, в которой они обсуждали новость о создании в составе вооруженных сил Украины башкирских подразделений. Тогда же Руслан Габбасов заявлял, что ни он, ни созданный им Башкирский национальный политический центр не имеют никакого отношения к такому военному подразделению. Тем не менее, за переписку у нас можно угодить под следствие, потом уже подвергнуться уголовному преследованию. К другим новостям. В колонии в Пермском крае, где находится Лилия Чанышева, которая также внесена в список экстремистов-террористов, сломался принтер в этой колонии. И теперь электронные письма, которые к ней приходят, распечатывают в Туле, в Тульской области.
Об этом узнала редакция «Дель Реали», которая признана в России СМИ иноагентом. Вот, и редакция пообщалась с адвокатом Рамилем Гизатуллиным и мужем Лилии Чанышевой Алмазом Гатиным. Ну, во-первых, давайте передадим слова Лилии Чанышевой, которая она сказала, вот, попросила передать через адвоката. Она сказала, что у нее было много времени для размышлений. Вот, и цитирую. «И вот что я скажу. Несмотря на пережитые мной эмоции и испытания, связанные с лишением меня свободы, выбранный мной путь защиты граждан был верным. Я бы заново повторила свой выбор и не покинула бы Россию. Я остаюсь верна своей семье, народу республики и стране. Желаю всем оставаться оптимистами». Конец цитаты. Ну, теперь же, собственно говоря, к той новости, которая заинтересовала нашу редакцию. Напомним, что Лилия Чанышева находится в Пермском крае, в колонии в Березниках. И вот там ее муж Алмаз Гатин столкнулся с неожиданной проблемой. Несмотря на то, что колония 28 подключена к электронным сервисам Зона Телеком и ФСИН письма в колонию и из колонии идут по несколько недель. Представляете? То есть такой современный век. Казалось бы, пришло электронное письмо на почту, в колонию, распечатал, отдал, все. Ну, цензор еще должен проверить. Но, тем не менее, несколько недель, это, конечно, такой невообразимый срок. А причина оказалась весьма банальной. В колонии сломался принтер для распечатки электронных писем, поэтому их сначала направляют в Центр почты России в Тульскую область, там их распечатают, потом закладывают в бумажные конверты и уже обратно обычной почтой отправляют в колонию, и тогда уже несколько недель, как говорится, кажется таким вполне себе нормальным сроком. Ну вот, что еще из этой заметки можно выделить? Об условиях содержания заключенных. Некоторые условия, значит, Алмаза Гатина, мягко говоря, удивляют. Например, одежда должна быть у заключенных абсолютно черного цвета, поэтому пришлось покупать для Лилии Чанышевой новые теплые вещи соответствующего цвета. Ну, представляете, да? Коричневый цвет там или какой-то хоть розовый. Тем не менее, вот нельзя, понимаете, какие у нас условия. Вот. Страна парадоксов у нас. Далее в колонии есть парикмахерская. Можно подстричься, но нельзя покрасить волосы, представляете, тоже. Я спросил, почему так. Мне ответили, что, мол, это изменение внешнего вида. Цитирую Алмаза Гатина, который рассказал об условиях пребывания Лилии Чанышевой в колонии в Березниках. Напомню, что у нас на канале в Ютубе идет голосование. Канал «Аспекты Башкортостан». Вас прошу ответить на вопрос, какой приговор вы ожидаете по делу Фаиля Алчинова? Реальный срок, условный или оправдательный приговор? Выбирайте ваш вариант ответа, на что вы рассчитываете. Не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Для вас не трудно, для нас это очень полезно. Продолжим обзор прессы. Ну вот, чем же занимается власть в Башкирии, законодательная, по крайней мере. Пару заметок на эту тему. В Башкирии решили принять закон, ограничивающий права тех, кто сменил пол. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии. Там рассматриваются поправки в Семейный кодекс республики. И в этих поправках предусматривается сделать смену пола одним из супругов основанием для расторжения брака. А также предусматривается запретить людям, которые сменили пол, усыновление и опекунство. Вот. Ну, Константин Толкачев, спикер башкирского парламента, пояснил, что эти изменения вызваны, значит, приведением республиканского законодательства в соответствии с конституционными нормами. Ну, все вы помните, как проходило голосование по поправкам в Конституцию. И там была еще одна из таких поправок, о чем и напомнил как раз Константин Толкачев, что брак – это союз мужчины и женщины. Сегодня это не просто очевидный факт, это конституционная норма. Вот. Данное положение было зафиксировано как раз в Конституции в 2020 году с помощью голосования всероссийского. Вот. В Семейном кодексе Башкирии такая норма была реализована не в полностью, в связи с чем и разработан соответствующий законопроект. Также устанавливается, что лица, изменившие пол, не могут быть усыновителями, напоминаю, а также опекунами и попечителями детей. Тут еще одна важная деталь, я об этом ранее не говорил. Еще и попечителями они не могут быть. Но, по словам Толкачева, естественно, законопроект направлен на защиту конституционных прав, нравственных и семейных устоев общества.
Другой законопроект, о нем рассказал издание РБК Уфа. В Башкирии предложили запретить предвыборную агитацию в Инстаграме и Фейсбуке. Напомню, Инстаграм и Фейсбук входят в корпорацию Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Но тем не менее. В общем, тоже это вызвано, я так понимаю, с соответствием с федеральным законодательством. Эти нормы поправки в Республиканский кодекс о выборах рассмотрели на профильном комитете. И вот необходимость этих поправок пояснил исполняющий обязанности председателя Центральной избирательной комиссии Башкирии Марат Гадилов. Предлагается установить ограничения в части ведения кандидатами агитации. Не допускается проведение кандидатами избирательными объединениями предвыборной агитации с использованием информационных ресурсов, в том числе сайтов сети интернет, доступ к которым ограничен. И он перечислил Инстаграм, Фейсбук и других. Вот про других, конечно, мне лично непонятно, какие еще сайты имеются в виду. Возможно, те, которые заблокированы, ну, там, собственно говоря, и смысла, наверное, нет вести агитацию, раз они заблокированы, потому что доступ к ним, ну, имеют немногие, только те, кто используется всякими VPN-сервисами. Также в поправках предусмотрена, значит, есть предельная стоимость агитационных материалов. Она не должна превышать 2% от величины прожиточного минимума в России за единицу продукции. Ну и еще один блок поправок внесли. Он связан с реализацией избирательных прав лиц, которые находятся в местах содержания под стражей за пределами их избирательного округа. Как раз к таким и относится, например, Лилия Чанышева. Напомню, которая внесена в список экстремистов и террористов. Так вот, поправками для них предусмотрено создание специальных участковых комиссий и безвозмездное обеспечение их помещениями для их работы, рассказал Рустам Ишмухаметов, депутат. Еще один блок поправок касается агитации, но об этом мы уже сказали. В частности, там еще есть немаловажный момент. Устанавливается, что предвыборные программы, иные агитационные материалы, выступления на публичных мероприятиях и в СМИ не должны содержать признаки экстремизма. Вот интересный очень момент. Согласитесь, у нас экстремизм, он, как мы видим, например, ну, хотя тому же Фаилю Алчинову вменяется не экстремизм там, другая статья, но тем не менее, за слова, собственно говоря, его притягивают к уголовному преследованию. Здесь то же самое. Выступил кандидат на публичном мероприятии, сказал что-то такое, что показалось наблюдающим каким-то чиновникам признаками экстремизма. Можно вполне, видимо, этого кандидата наказать. Запрещается агитация с использованием ресурсов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. Но об этом, собственно говоря, тоже мы уже говорили. Вот. Ну, еще такая поправка внесена в Республиканский кодекс о выборах. Кандидаты зарегистрированы обязаны в случае появления у них судимости представить в избирательную комиссию такие сведения в письменной форме. Вот. Ну, такие, в общем-то, поправки. Видно, что власть готовится к выборам. Предстоящие выборы у нас будут, напомню, в этом году в марте президента России, а осенью главы Башкирии, собственно говоря. Поэтому у нас такая традиция политическая. Перед каждыми выборами что-то происходит в избирательном законодательстве. Что-то ужесточается, собственно говоря. Ну, я бы хотел сравнить, вот, чем сейчас занимается власть, именно вот на законодательном уровне. Что волнует людей? Давайте попробуем сравнить на основании других заметок. Например, около 2 часов в центре Уфы прождала автобус жительница Михайловки Анастасия Орлова. Ей 35 лет, и эта уфимка рассказала редакции Пруфы о том, как она 10 января добиралась до дома, 27-градусный мороз. Вот. По ее словам, она должна была сесть по расписанию в 18:40, а села в автобус в 20:20. Ну, сами посчитайте. Только от расписания разница 1:40, да, и еще сколько она до этого стояла, почти 2 часа. Это в итоге речь идет о маршруте номер 107. Ждала не только она, естественно, но, по ее словам, была половина Михайловки. Так как окоченела женщина, что не чуяла ног. Она отслеживала приложение, которое все вот, чиновники от Минтранса и от сферы транспорта хвалят. Говорят, вот есть приложение мобильное, смотрите. Там можно посмотреть, когда подъедет автобус, можно не мерзнуть. Ну вот она отслеживала такое приложение.
на телефоне видела подъезжающие автобусы в приложении, но в реальности их не было. Они не приезжали. Один так вообще мимо проехал. Вот. И когда она все-таки села в автобус, спросила кондуктора, что же случилось, та ответила, что на остановке по Затонскому шоссе пробки, 3 или 4 аварии, невозможно проехать в сторону города. Фимка задается естественным вопросом, почему Башавтотрансу нельзя было пустить дополнительный автобус, раз случился такой форс-мажор. По ее словам, такси в Михайловку стоит около 1000 рублей. Естественно, таких денег каждый день тратить она не может. У нее заработок только в дневной 1500. Отдать львиную долю дневного заработка только на проезд. Это даже если туда и обратно, я думаю, это вообще не в убыток только работать. Вот. И Уфимка задает такие риторические вопросы. Аварии на трассе дело ежедневное. Из 4 полос едут только 2. А потому что не убран даже снег с трассы федерального значения М7. Почему так запущен город этой весной, этой зимой? Сколько мы будем это терпеть? Но, собственно говоря, это вот одна из тем, которые волнуют людей. Это работа транспорта. Мы постоянно о ней говорим. Кстати, сегодня в 12 часов у нас будет программа «Аспекты городской среды», в которой будет как раз эксперт в сфере транспорта Олег Арефьев. Я думаю, они об этом тоже поговорят. К другим темам, которые волнуют граждан, жителей, журналист УФА-1 подтвердил наличие неприятных запахов в воздухе Салавата. Он приехал в город в Салават в январские выходные и сделал репортаж об этом. Вот. Ну, я этот репортаж посмотрел, Уфа-1, там и фотографии есть, и все такое, такой большой, ну, как бы, взгляд со стороны, что происходит в городе. Я выделил только те моменты, которые вот, можно проверить только лично. Вы же не можете, находясь в Уфе, проверить, есть ли запах в Салавате, правильно, в воздухе. Вы этого не можете сделать. А вот журналист поехал и сделал. И вот что он пишет. В первый же день у меня заболела голова, что бывает крайне редко. Журналиста зовут, кстати, Андрей Бирюков. Вероятно, всему причина неприятный запах, напоминающий нефтепродукты. Будто ты залил 40 литров бензина в чан и стоишь над ним, вдыхая эти пары. Это были вот его ощущения. На второй день журналист сразу ощутил тот же самый запах нефтепродуктов. С ним пришлось идти и дальше, в самый центр. Через несколько часов я открывал окно в квартире, чтобы проверить, есть ли запах, и он оставался. Утром уже ничего не было. Я цитирую слова журналиста Андрея Бирюкова, издания УФА-1, который побывал в Салавате. Еще он пишет. Вышел на прогулку следующим вечером. Воздух в Салавате был в порядке, но позднее он подпортился в определенном районе. Только на этот раз напоминал остатки сгоревшей пиротехники. Затем эти ароматы встречались и на других улицах и оставались весь вечер. Журналист также доехал на трамвае до нефтехимических заводов, где убедился в том, что именно они являются источниками этих запахов. Чем ближе к заводам, тем сильнее ядовитые запахи, рассказал он. Повсюду трубы, из которых валит пар. Вокруг никого не было, но все равно хотелось побыстрее уехать из этого места. Слишком уж тяжело было дышать. Но добавим, что Роспотребнадзор 6 января принял множество жалоб от жителей Стерлитамака и Салавата как раз на плохие запахи. Вот что волнует людей. Экология, транспорт. А что волнует власть? Давайте еще раз напомним. Агитация в запрещенных сетях Instagram и Facebook. Вернее, не в запрещенных сетях, а в сетях, которые относятся к корпорации Мета, которая признана экстремистской. Ну и еще плюс права тех, кто сменил пол. Значит, вот это волнует нашу законодательную власть. Ну, давайте сейчас на время прервемся. И я предлагаю послушать фрагмент записи нашей программы «Аспекты мнений». Вчера у нас спикером был член Совета по правам человека при главе Башкирии, предприниматель Азамат Галин. И там тоже в том числе зашла речь о том, что волнует как раз жителей Башкирии. Давайте послушаем. Жители Башкирии решили сами собрать деньги на новый мост после трагедии на ледовой переправе через реку Белая вблизи города Бирск, где в подлет ушла целая фура из Татарстана. Не надеясь на чиновников, жители в местных группах ВКонтакте начали всерьез обсуждать вопрос для сбора денег на народный мост через реку. Я не понимаю просто, на что они рассчитывают. Это миллиарды на самом деле. Но ведь эта тема пересекается с другой трагедией. В конце прошлого года в Белорецком районе погибла женщина с 2 детьми. Она съехала с пешеходного подвесного моста. Также мост не был предназначен для переезда машин, он был пешеходный. Возбудили 2 уголовных дела. Первое в отношении самой погибшей, а второе в отношении чиновников,
которые на протяжении нескольких лет не могли решить вопрос со строительством автомобильного моста. Но тоже мы видим пример там, где тонко там рвется. То есть уже люди сами пытаются найти способы решения какой-то своей проблемы. Как это можно прокомментировать? Абсолютно разные случаи, несмотря на то, что и там присутствует трагедия. Я думаю, что если собрать все аналогичные случаи по республике, наверное, их было бы больше. Просто, возможно, они не имели какой-то там резонансности. То, что касается грузовика, который утонул на ледовой переправе, из-за того, что там моста нет. Вот если не ошибаюсь, то вообще изначально по проекту это был выход на трассу. То есть имеется в виду, по этой дороге должно соединяться там с трассой М7. Давно там эти бородатые проекты, там мост должны были построить. Вот сейчас обещают на 27-й год уж. Да, вот в 27-м году там мост будут строить в любом случае, и это будет соединяться там с федеральной трассой. То, что там люди деньги собирают, понятно, они уже как бы от безысходности деньги собирают. Элементарно хотя бы временные переправы можно было бы возвести и поставить, удовлетворять хотя бы местные потребности. Вот в обоих случаях это безалаберность и безответственность местных властей. Потому что при желании это небольшие реки. Временные переправы можно было возвести всегда. Ответственности нашим местным властям, конечно, прежде всего местным администрациям не хватает зачастую. Они больше увлекаются там социальными сетями, там еще чем-то, но забывают о том, что вот есть люди, которые в ежедневном режиме вынуждены ездить по этому пешеходному мосту. Это же не одна первая, ездила по этому мосту. А значит, там же ездят все. Есть контрольное управление администрации главы, есть Минтранс, есть ЕЛАЛ, в конце концов, который постоянно ходит и занимается строительством мостов по всей стране. А вот в собственной республике ЕЛАЛову не получилось. Там 2-3 моста хотя бы затащить в регион. Того, чтобы ЕЛАЛов уже не сенатор. Был же сенатором. Я отвечал за строительство и реконструкцию мостов, по всей стране. То есть все у нас опять упирается в лоббистах в Москве? Башкиры с папочками? В этом плане мы очень серьезно отстаем. Бюджетные ресурсы федеральные имеются в виду, они же ограничены. С учетом складывающейся экономической обстановки не только в нашей стране, в мире, в общем-то, возможности этого бюджетного ресурса становятся все меньше и меньше. И в этом плане, если анализировать 2023 год, конечно, мы уступаем остальным регионам. В том числе даже тому же Татарстану мы уступаем. Посмотрите, сколько им списали там, бюджетных кредитов, и сколько нам списали. Разницу вы увидите достаточно существенную. Нам, по-моему, 2 миллиона списали, а им несколько миллиардов списали. А списали почему? Там же они смотрят по эффекту поступления, на 1 рубль, там, допустим, инвестиции с федерального бюджета, сколько поступило налогов. Соответственно, это все посчитали и сказали, что татары в этом плане эффективнее, чем мы. Распоряжаются федеральными бюджетными деньгами. Вот и все. Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием предпринимателя, члена Совета по правам человека при главе Башкирии Азамата Галина. Полностью программу с его участием вы можете посмотреть в записи на наших площадках ВКонтакте, в Одноклассниках, в Яндекс.Дзене, естественно, в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». Тоже видите, что волнует людей. Те же переправы через реки, например, при отсутствии которых случаются человеческие трагедии. Напоминаю, что на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостан» сейчас идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, какой приговор вы ожидаете по делу Фаиля Алчинова. Идель Гумеров пишет, что, учитывая принципиальность и характер расследования, рассчитывать на оправдание приходится едва ли. Также было с Антоном Орловым из профсоюза «Действия», и нельзя было держать его на свободе. Антона Орлова тоже приговорили к сроку большому, если не ошибаюсь, я не помню сейчас по времени. Возможно, он внесен в список тех же экстремистов-террористов, о чем я должен сказать. Сейчас просто не могу посмотреть, поэтому просто предупреждаю. Комментарии наших слушателей, счетчики какие-то существуют, кроме носа. Речь идет о ситуации экологической в Салавате, где побывал журналист издания УФА-1, и он на своем собственном, опыте убедил, что там присутствуют неприятные запахи. Конечно, есть другие счетчики, есть объективные показания. Но Росприроднадзор и прочие ведомства фиксируют периодически превышение ПДК разных веществ в этих городах Южного промузла. Не только Салавата, Стерлитамака и Шимбая. Но то, что они фиксируют, на ситуацию все-таки не влияет на самом-то деле.
как мы видим. Хотя нас уверяют, что есть там программы всякие по улучшению экологии со стороны крупных предприятий. И подписан ряд соглашений, в том числе с БСК. Ну вот, как показывает все-таки опыт, на воздух это особенного влияния не производит, потому что жители постоянно жалуются. И на месте, скажем, если бы я жил в том же Стерлитамаке, в Салавате, в Ишимбае, и постоянно бы чувствовал запах, я бы постарался сменить место жительства. То есть вот это вот отношение к людям, как к существам, которые могут все потерпеть, переждать, оно, знаете, оно такое въелось в кожу нашей государственности, наших чиновников, наших руководителей предприятий, которые тоже с государством напрямую относятся у нас, потому что очень много государственной экономики. Вот. И все это приводит к тому, что ребята нас как за людей, собственно говоря, не считают. Вы можете потерпеть. Ну вот, я думаю, рано или поздно это приведет к тому, что такие города, где плохая экологическая ситуация, они просто опустеют. И все. Люди будут голосовать ногами. Ну что ж, ладно. Продолжим нашу программу. Я хочу рассказать историю пенсионера МВД Виталия Судовикова, который обратился вчера в редакцию «Аспектов». Его история длится больше года. На него завели уголовное дело о незаконной ловле рыбы, за что ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Но сам он утверждает, что ничего подобного он не совершал. Хоть он и рыбак, он рыбачил законно, по его словам. Предлагаю послушать часть беседы с ним, которую мы записали вчера. Давайте это сделаем. Я в МВД работал с 1987 года по 2003. Сейчас пенсионер. Да, начинал госавтоинспекция, потом вневедомственная охрана, Советский район, и закончил республиканский конвой. 10 ноября как раз вот мы были в день милиции, когда задержали. Вы нашли снасти, положили их себе в лодку, потом в машину пытались перегрузить, и в этот момент задержали вас. Впоследствии вам пришлось, чтобы уехать домой пораньше, подписать чистые листы без показаний, да, своей подписью. Потому что у них то ручки не писали, то еще, ну, в общем, вы уехали в надежде, что придется просто заплатить какой-то штраф, да, и на этом все закончится. Копеечный, что... В итоге все дело вылилось в уголовное дело по статье номер 256, часть 3. Часть 3. И в процессе дознавания вот этого дела в транспортной полиции было допущено, по вашему мнению, целый ряд нарушений. Да, ну, с точки зрения профессиональной. Да, самое главное непонятно одно. Когда сотрудники полиции заранее готовятся, берут приборы ночного видения, приборы дозор, который видит днем и ночью, все нормально записывает, все четко работает. У каждого сотрудника, в конце концов, по одному телефону это железно есть. Нету ни одной фотографии нашего факта, что мы на воде вообще плыли, даже в разобран просто. Нас вот когда задержали, я был на берегу, вообще возле машины. Друг у меня в лодке сидел. Нигде не было ни одной фотографии. Вещественные доказательства. Рыбу, которую они подменили, она ни к чему не привязана. Хотя и машина стояла, и мы ходили здесь. Ни машины нету, ни людей нету. Просто разложили рыбу, вытащенную из сети там на одном леще. Здоровый лещ был, на нем насечка, характерная сетевая была. А вы сетью не ловили, вы на донку ловили? Да, на донке. Потом работники дознания принимают такой материал бездоказательно. Просто рапорта написали сотрудники. Они пишут то, что они вообще не видели. Дознаватели все это дело устраивают. Год с лишним длилось. 4 дознавателя поменялось. 3 раза писали обвинительное заключение. Даже свидетелей обвинения никто не вызывает. Дактилоскопию делать на электроудочке, и то пришлось нашими ходатайствами. В результате отпечатков не оказалось? Да, отпечатков там ничего нету. Мы предлагали сотрудникам дознания: проведите эксперимент, не надо куда-то ехать, вода рядом, место происшествия, да там 15 минут езды. Приедьте, посмотрите, неужели, раз они дело ведут, неужели не интересно? Ничего, им просто нужно было результат работы показать, что они уголовные преступления раскрыли, все, больше ничего. У вас лодка каких размеров и каких размеров там был сачок, который якобы вы... Маленькая лодка у меня двухместка. 2 взрослых человека в нее садятся коленями в спину. А сачок даже, наверное, больше 4 метров. Это здоровенно, его физически там его не развернуть. В этой лодке никак нельзя. Но у дознавателя еще есть и руководитель отдела дознания, который обязан проверить это дело, прежде чем нести руководству отдела на подпись. Но и прокуратура куда глядит. Прокуратура же берут дело. Ходатайства наши все в деле есть.
или никто не читает, или просто они берут за образец обвинительного заключения, почитали его, и все. И в прокуратуру жалобу писал. Стандартная отписка. Следственный комитет на транспорте писал жалобу. То же самое. 2 заказных письма министру внутренних дел и генпрокурору на действия сотрудников. Сейчас дело в суде находится. Это был фрагмент беседы с пенсионером МВД Виталием Судовиковым, который вот как раз рассказал свою историю, как он на День милиции поехал на рыбалку, он там нашел чьи-то чужие рыболовные снасти, ну, электрическую удочку и большой сачок 4-метровый. Вот, на своей резиновой лодке он этим снастями пользоваться просто не мог в силу их размеров. Но, тем не менее, его задержали там сотрудники транспортной полиции. В итоге потом год велось вот это вот дознание, следствие, не знаю, как правильно сказать. Поменялись 4 дознавателя, 3 обвинительных заключения были переписаны. Вот. И не было ни одного фото, видео доказательства фиксации вот этих вот. То, что он поймал огромное количество рыбы на какое-то незапрещенное средство. Хотя все эти сотрудники были оснащены специальными средствами видеозаписи. Вот. Ну, собственно говоря, все это как всегда происходит. К сожалению, это уже никого не удивляет. То, что правоохранительные органы, ну, некоторые, не будем говорить, что все, занимаются не своим делом. То есть, они не правом охраняют, а что-то другое. Там, зарабатывать себе на погоны, на новые звания, на, не знаю, на премии. Вот, заводят такие уголовные дела. Вот. С одной стороны, вообще можно представить, конечно, ситуацию так, что транспортная полиция на воде раскрывает преступление, невзирая на то, что его совершил пенсионер МВД. Можно, наверное, с точки зрения транспортной полиции это дело представить именно так. А с другой стороны, если все обстоит так, как рассказал Рыбак, и в деле на самом деле, вы можете потом, не знаю, кто захочет убедиться, в деле нет ни фото, ни видео доказательств, ни отпечатков пальцев нет на этих запрещенных рыболовных устройствах. Только одни рапорты есть сотрудников. То налицо очередное свидетельство того, что наша правоохранительная система работает не так, ребята. Вот. И об этом, собственно говоря, убеждаешься каждый раз, когда слышишь подобные истории. Например, юрист Виталий Буркин в своем телеграм-канале вчера рассказал о том, что за первые 10 дней Нового года к нему обратились разные люди. И он тоже рассказал 3 истории. Одну из них, которую тоже хочу привести, которая, мне кажется, такой очень наглядной, как работают правоохранительные органы. У бизнесмена, находящегося в изоляторе по безумному обвинению в мошенничестве, провели обыск, в ходе которого нашли пачку патронов и возбудили дело, вернее, по статье 222 Уголовного кодекса. Ну, я так понимаю, незаконное хранение оружия. При этом даже не стали проверять, есть ли у него лицензия на приобретение оружия и патронов к нему. Но все-таки выяснили потом, что после возбуждения дела, что все бумаги есть, патроны куплены легально, и есть письмо из Росгвардии. Несмотря на такой факт, расследование уголовного дела продолжается. Основания для его прекращения прокурор не увидел. Ну вот, собственно говоря, о том, что я еще раз хочу подчеркнуть, что, ребята, работа государства, которое должно защищать граждан, превращается в свою противоположность. В обратные примеры получается. Мы, граждане, вынуждены защищаться от работы этого государства. Не оно нас защищает, а мы должны защищаться от работы представителей государственных органов, в числе которых есть и транспортная полиция, ну и другие все уважаемые лица. Напоминаю, что на нашем канале «Аспекты Башкортостана» идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, какой приговор вы ожидаете от суда по делу Фаиля Алчинова. 3 варианта ответа. Проголосуйте. Условный приговор, реальный срок или оправдание. Не забывайте ставить лайки на нашем YouTube-канале. Продолжаем. Обзор прессы к другим новостям. Вчера пресс-служба главы Башкирии сообщила, что памятник первому президенту республики Муртазе Рахимову в Уфе решили открыть 7 февраля, в день его юбилея, 90-летия. То есть, если бы он был жив, то в этом году ему бы исполнилось ровно 90 лет. И, значит, определили место, где будет памятник. Это напротив здания парламента Башкирии. И напомню, что автор памятника, скульптор, народный художник России Слава Щербаков, тот же, кто и создал памятник генералу Минигалии Шоймуратову на Советской площади в Уфе. Но ранее агентство Башинформ сообщало, что есть и определенный уже проект, была защита проекта.
памятника. Это мемориал такой круглой формы, выполненный в виде каскада гранитных террас, в центре которого бронзовая ростовая скульптура Муртазы Рахимова высотой почти 4 метра. Вот. А за спиной первого президента Башкирии должна быть карта республики и текст первой статьи Конституции Башкирии, принятой Муртазой Рахимовой на 2 языках. Вот такой проект. 7 февраля, я думаю, жители Уфы смогут увидеть уже, значит, напротив здания Госсобрания Башкирии. Ну, в этот же день, 7 февраля, запланировали другие мероприятия, потому что был оргкомитет по этому юбилею. Откроют мемориальные доски на тех домах, на 2 домах, где жил и работал Муртаза Рахимов, на улице Энгельса и Первомайской. Ну и пройдут тематические уроки в школах Башкирии в этот день, посвященные первому президенту Башкирии. О других новостях. Новым мэром Белорецка назначен Евгений Пономарев. Депутаты Совета городского его утвердили в качестве нового главы администрации Белорецка. Об этом сообщил Андрей Иванюта в своем телеграм-канале. Андрей Иванюта – это глава администрации Белорецкого района. Напомню, что бывший мэр города Кирилл Екупов досрочно ушел в отставку в середине декабря прошлого года, и его назначили на пост замглавы администрации района. Пошел на повышение, получается. Сам Евгений Пономарев родился и вырос в Белорецке. Учился в Уфимском высшем военном авиационном училище летчиков. Окончил аграрный университет. Собственно говоря, работал на разных промышленных предприятиях и в банковской сфере. И был в 2020 году заместителем главы администрации города Бузулука Оренбургской области. То есть опыт такой административной работы у него имеется. Еще пару коротких новостей. Суд апелляционной инстанции отказался закрывать свалку в Кушнаренково по требованию Росприроднадзора. Об этом сообщил коммерсант Уфа. Собственно говоря, свалка там уже переполнена. Это суд как бы не отрицает. Но вот закрывать и запрещать прием отходов суд не стал, поскольку, по мнению суда, это предрешило бы исход спора и нарушило бы публичный интерес. Ну и, видимо, еще и отходы просто складывать некуда. Еще одно дело об экологии. В Хайбольском районе направлено в суд дело о нарушении правил охраны окружающей среды. Здесь директора компании «Каменный край» обвинили в том, что 5 лет с 2018 по 2022 год его компания добывала строительный камень в Хайбольском районе, но земли, где они добывались, предназначенные для нужд сельского хозяйства, в земли промышленного назначения переведены не были. И вот, собственно говоря, теперь нужно их рекультивировать, эти земли. А стоимость рекультивации оценена на сумму более 376 миллионов рублей. Понятно, что эта компания ничего не рекультивировала. О погоде. Сегодня ожидается в Уфе облачная погода. Утром и днем возможен снег. Я смотрю в окошко, да, он действительно такой уже небольшой есть. Температура воздуха будет уже чуть полегче. Утром 12-14 градусов, днем 8-11 градусов мороза. Вечером минус 12, минус 16. Но, тем не менее, предупреждает МЧС, что у нас движение автомобильное из-за погодных условий на многих трассах приостанавливается. Могу сейчас прочитать конкретно где. Итак, с вечера прошлого дня введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги Р-240 Уфа-Оренбург с 27 по 112 километры от Булгакова до населенного пункта Рощинский из-за сильного ветра и метели, и обильного снегопада, и ограничения видимости. Вот, собственно говоря, есть ограничения в других видах, на других трассах тоже. Так что будьте внимательны, берегите себя. А сейчас я хочу подвести итоги голосования. Напомню, что на нашем канале в Ютубе я спрашивал вас, какой приговор суда вы ожидаете по делу Фаиля Алчинова. Итак, у нас мнения разделились. Подведем итоги. Значит, ожидает, что судья вынесет реальный срок 42% проголосовавших, условный срок тоже 42% проголосовавших, и оправдательный приговор, соответственно, 16% проголосовавших. Таковы итоги нашего голосования. Собственно говоря, вот так или иначе,
Фаиля Алчинова осудят, по вашему мнению. Ну, я соглашусь. Я даже выскажусь в том плане, что, скорее всего, его и ожидает и реальный срок, на мой взгляд. Продолжим еще, поговорим давайте о новостях российских и мировых. Я хочу прочитать вам вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости». Итак, давайте это сделаем. 1 человек погиб, и еще 1 пострадал из-за российского обстрела Херсонской области, утверждают местные власти. В свою очередь, в Белгородской области после украинских ударов без света остались 50 домов, рассказал губернатор. Издание «Астра» публикует фото очевидцев, на которых видно, что остановки общественного транспорта в Белгороде обкладывают мешками с песком. Российские военные использовали ракеты северокорейского производства для обстрелов украинской территории на минувшей неделе, утверждают в Генеральной прокуратуре Украины. В частности, речь идет об ударе по Харькову, нанесенному 2 января. Ранее о получении Москвой таких боеприпасов от Северной Кореи сообщали в США. Пенсионный фонд России поручил сотрудникам удалить из открытой системы данные о получателях социальных выплат в связи с боевыми действиями в Украине, выяснили журналисты. Впредь подобные сведения просят не публиковать, поскольку эта информация помогает специалистам оценить потери вооруженных сил России. Вашингтон сделал Москве предложение по обмену журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уиллана, рассказал помощник президента США Николас Берлинер. Других подробностей он не раскрыл. Переговоры по поводу возвращения американцев велись минувшим летом, но соглашение не состоялось. Соединенные Штаты Америки призвали Иран немедленно освободить танкер, захват которого подтвердили представители Тегерана. Судно с грузом нефти перестало выходить на связь в Оманском заливе, пишет ТАСС. По публикациям СМИ, ранее танкер был конфискован Вашингтоном из-за участия в перевозках иранской нефти в обход международных санкций. Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о разминировании Черного моря. В переговорах участвовали также Украина, Грузия и Польша, но в итоге коалиционная группа приступит к очистке акватории от мин без них. После начала специальной военной операции обвинения в беспорядочном минировании звучали в адрес обеих сторон. Украинцы мобилизационного возраста, незаконно покинувшие страну, должны вернуться не только для того, чтобы участвовать в военных действиях, но и платить налоги, сказал президент Владимир Зеленский во время посещения Эстонии. По его словам, на одного человека на фронте приходится от 6 налогоплательщиков. Ранее Таллин обещал помочь Киеву в выдаче военнообязанных. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости». На этом наша программа завершается, но наша работа нет. Сегодня вас ожидают еще 2 программы, 2 эфира. В 11 часов мы ждем в гости доктора технических наук, профессора, академика Академии наук Башкирии Владимира Жернакова. Поговорим о судьбе науки в республике, в том числе и об объединении 2 вузов УГАТУ и БГУ. В 12 часов вас ждет программа «Аспекты городской среды». В ней эксперт в сфере транспорта Олег Арефьев примет участие, и Дмитрий Колпаков, ведущий, мой коллега. Так что не покидайте нас, оставайтесь с нами. В 11-12 часов мы ждем вас. У микрофона был Разиф Абдуллин. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч в эфире.